Hi there, it's English with Peter. Somebody stop me! Друзья, рад вас видеть на очередном видео на канале English with Peter. Спасибо, что заглянули, что решили нажать на это видео, будь то вы подписчиком уже моего канала или в это видео увидели в листе рекомендаций. Так или иначе, надеюсь, что я сегодня помогу вам увеличить ваш словарный запас и помочь вам отлично провести эти 10-15 минут. Судя по обложке сегодняшнего видео, вы поняли, что это вторая часть видео по разбору фраз из одной серии сериала «Форс-мажоры». Если вы до сих пор не видели еще первую часть, после просмотра текущего видео, пожалуйста, нажмите на верхний правый угол, вот этот значок I, там вы увидите ссылку на первую часть. А сегодня я познакомлю вас с очередной порцией, а точнее это будет 6 интересных слов или фраз, которые, я думаю, что пополнят ваш словарный запас. Итак, друзья, фраза, которую вы сегодня узнаете. Sandbag. Because you sandbagged me. Как существительное, это мешок с песком, но в нашем случае мы будем использовать его как глагол. Вы узнаете, как и с чем его едят. Вы также узнаете, и я познакомлю вас с фразой screw the pooch. About the one that screwed the pooch. Oh, come on. Что является синонимом фразы screw up. Фраза номер 3. Раз уж мы изучаем английский по сериалу о юристах, давайте затронем немножко юридической терминологии. И я познакомлю вас сегодня с фразой suborn perjury. Because I'm not suborning perjury. Вы узнаете, что это и как это использовать. Мы также с вами вспомним, что значит фраза-глагол add up. The hands don't add up. И если, друзья, вы не знаете, давным-давно, года, наверное, 2, может быть, даже больше назад, я уже создавал отдельное видео по этому фразовому глаголу. Ссылочку на это видео я оставлю наверху. После текущего видеоурока обязательно кликайте наверх, и вы можете посмотреть и познакомиться с этим фразовым глаголом. Я также познакомлю вас сегодня с фразой stick head in the sand. Since when do you stick your head in the sand? Как бы засовывать голову в песок. Вы узнаете, что значит эта фраза и как ее использовать. Ну, наконец, фраза под номером 6. Вы узнаете, как и с чем едят и использовать в каких ситуациях фразу turn out. Because it turned out to be a good thing. Дословно поворачивать вне. Если вы не знаете, как эта фраза должна быть использована, сегодня вы узнаете. Друзья, without further ado, без лишних церемоний, поехали знакомиться с фразами. Итак, фраза, слово номер 1, sandbag. Мешок с песком, а в нашем случае это глагол, и он переводится очень необычно. To sandbag это значит подставлять кого-то, вводить кого-то в затруднительную ситуацию, в затруднительное положение, действуя при этом не на свой максимум, не выкладываясь полностью, действуя спустя рукава. То есть вы специально не выкладываетесь максимум, чтобы насолить какому-то человеку. Посмотрите, как эта фраза была использована в сериале «Форс-мажоры». Didn't go well with Joan, did it? No, it didn't, because you sandbagged me. I didn't sandbag you. Well, then what? It didn't go well with Joanne, did it? No, it didn't, because you sandbagged me. I didn't sandbag you. Не так все хорошо прошло с Джоан, не так ли? Конечно, не так, потому что ты подставила меня. Да не подставляла я тебя, я на максимум действовала. It didn't go well with Joanne, did it? No, it didn't, because you sandbagged me. I didn't sandbag you. Didn't go well with Joan, did it? No, it didn't, because you sandbagged me. I didn't sandbag you. Well, then what? А вот он, друзья, для закрепления текстовый пример. He claimed he was playing badly because of an injury. Он заявил, что он играл плохо из-за его повреждений, из-за его травмы. But I think he was sandbagging. Но мне кажется, что он просто играл спустя рукава, нарочито специально не выкладывался на максимум. Because you sandbagged me. Идем дальше, фраза под номером 2. Screw the pooch. Screw – крутить, pooch – это дворняжка. Screw the pooch – это такое, относительно сленговое выражение, хотя очень высокоинтеллектуальные юристы его использовали. Screw the pooch – облажаться или налажать. Это прямой эквивалент глагола screw up. А если вы не знали, screw это крутить, и, допустим, отвертка, этот инструмент по-английски будет screwdriver. Вот как это слово было использовано в сериале. She wanted to know what the other named partners were going to do about the one that screwed the pooch. Oh, come on. She wanted to know what the other named partners were going to do about the one that screwed the pooch. Она просто хотела знать, что остальные именные партнеры собираются делать по поводу того, что один из них просто облажался. She wanted to know what the other named partners were going to do about the one that screwed the pooch. She wanted to know what the other named partners were going to do about the one that screwed the pooch. Oh, come on. А первый раз я фразу screw the pooch, это был второй раз, а первый раз эту фразу я встретил, просматривая, разбирая диалог из первой части фильма про Человека-паука Spider-Man Homecoming. Вот что Железный Человек Тони Старк там сказал. Previously on Peter Screws the Pooch, I tell you to stay away from this. Previously on Peter Screwed the Pooch, I tell you to stay away from me. Previously on Peter Screws the Pooch, I tell you to stay away from this. Идем дальше. Фраза под номером 3. Suborn perjury. Друзья, как я и говорил,
раз уж мы изучаем английский язык по сериалу про юристов, то было бы, наверное, преступлением просто не изучить какую-нибудь юридическую терминологию. Поэтому, друзья, наверняка те из вас, кто смотрит мои видео, также хотели бы изучать юридическую терминологию, поэтому, как говорится, you're welcome. Suborn — это подстрекать, подкупать, провоцировать. Perjury — это лжесвидетельство, как существительное. То есть, дословно, suborn perjury — это подкупать, лжесвидетельство. Ну или как глагол — это лжесвидетельствовать. Посмотрите на два занимательных примера из сериала «Форс-мажоры». Напомню, друзья, все эти словечки и фразы, которые мы разбираем сегодня, или которые я разбирал уже в первой части, они все попались мне в одной серии. Можете ли вы представить, почему? Я думаю, что сейчас вы уже понимаете, почему изучение английского по сериалам и фильмам настолько эффективная методика, потому что, просмотрев одну серию, дословно, очень скрупулезно разобрав ее, вы можете узнать столько, сколько вы не узнаете за все годы в школе, в университете, да и в принципе, разбирая какие-то материалы на курсах. Итак, два примера. I care about what you're making me do because I'm not suborning perjury. I care about what you're making me do, because I'm not suborning perjury. Меня беспокоит то, что ты заставляешь меня сделать, потому что я не собираюсь лжесвидетельствовать. I care about what you're making me do, because I'm not suborning perjury. I care about what you're making me do because I'm not suborning perjury. Ну или посмотрите, следом за ней буквально через пару секунд Харви говорит еще разок. Он еще разок использует эту фразу. Get someone else to do your dirty work because I'm not suborning perjury. Get someone else to do your dirty work because I'm not suborning perjury. Найди кого-нибудь другого для этой грязной работенки, потому что я не собираюсь лжесвидетельствовать, то есть покупать лжесвидетелей. Get someone else to do your dirty work because I'm not suborning perjury. Get someone else to do your dirty work because I'm not suborning perjury. Идем дальше. Занимательный фразовый глагол add up. Дословно добавлять наверх. Но по-русски add up переводится как сходиться или не сходиться, когда что-то вяжется или не вяжется. Посмотрите, как эта фраза была использована в форс-мажорах. I did the math and the hands don't add up. I did the math and the hands don't add up. Я тут посчитал немножко, провел небольшую математику, и карты как-то не сходятся. I did the math and the hands don't add up. I did the math and the hands don't add up. Там, чтобы вам было понятнее, речь шла о том, что клиент этих юристов пытается давать показания о том, какие карты были у кого во время игры в покер. И в итоге оказалось, по его показаниям этого клиента, что на столе было в итоге, он-то об этом не понимает, он лгал. То есть в итоге оказалось, вот этот юрист молодой посчитал, и оказалось 5 королей на столе. Хотя вы знаете, что в колоде карт короля всего 4. О чем это говорит? О том, что клиент лгал. Интересная фраза do the math. Как бы делать математику или по-русски производить расчеты. I did the math and the hands don't add up. Hands в данном случае переводится как не руки, а карты, которые находятся в руках у игроков во время карточной игры. То есть hands don't add up, то есть это карты, которые находились в руках в определенный момент времени, они не сходятся. I did the math and the hands don't add up. А вообще, на самом деле, друзья, у меня на канале уже есть видео, отдельное видео, где мы разбираем с вами этот фразовый глагол add up. Если вы до сих пор не видели, то советую после просмотра сегодняшнего текущего видео, в котором вы находитесь, посмотреть. Ссылку на видео add up я оставлю наверху. А вот какой пример был в том видео из фильма Лара Крофт Tomb Raider. Something doesn't add up. Something doesn't add up. Something doesn't add up. Идем дальше, друзья, заключительные две фразы. Начнем с фразы, очень интересной фразы под номером 5. Stick head in the sand. Вторая фраза, связанная со словом sand, это stick head in the sand, дословно помещать голову в песок. Или по-русски это нарочито пытаться избежать какой-то трудной или неприятной ситуации, делая вид, как будто бы ее не существует. Вот вам пример, который был в сериале. Since when do you stick your head in the sand? Since when do you stick your hand in the sand? Из каких это пор ты прячешь голову в песке? То есть ты избегаешь неприятных ситуаций. Since when do you stick your hand in the sand? Since when do you stick your head in the sand? А вот вам, друзья, для закрепления текстовый пример. Jack, you can't stick your head in the sand about your health. Джек, ты не можешь игнорировать тему, связанную с твоим здоровьем. Please, make an appointment with your doctor. Пожалуйста, договорись о встрече со своим доктором. Ну и фраза, друзья, под номером 6 и заключительная фраза на сегодня, точнее фраза глагол turn out. Дословно поворачивать вне, а по-русски это когда как оказалось или как обернулось. Посмотрите, какой был пример использован в сериале. I dealt with some shit and I'm trying to thank you for it because it turned out to be a good thing. I dealt with some shit, and I'm trying to thank you for it, because it turned out to be a good thing. Мне пришлось иметь дело с неприятными вещами, и я пытаюсь поблагодарить тебя за это, потому что все разрешилось очень даже приятным образом. I dealt with some shit, and I'm trying to thank you for it, because it turned out to be a good thing. I dealt with some shit, and I'm trying to thank you for it, because it turned out to be a good thing.
Вы можете использовать эту фразу во всех временах. It turns out в настоящем, it will turn out в будущем, it turned out, как обернулось, как оказалось в прошедшем времени. Ну что, друзья, надеюсь, я вас сегодня не утомил. Давайте закрепим и вспомним, какие фразы мы сегодня с вами изучили, а их было 6. Интересный глагол sandbag. Песочный мешок, или как глагол, это подставлять кого-то, ставить в затруднительное положение, при этом делая что-то спустя рукава, не выкладываясь на максимум. Didn't go well, Joan, did it? No, it didn't, because you sandbagged me. I didn't sandbag you. Well, then what? Также вы узнали, что такое screw the pooch. Вообще, пуч переводится как дворняжка, а по-русски фраза screw the pooch это облажаться, налажать, испортить что-то. Do about the one that screwed the pooch. Oh, come on. Вы также узнали, как будет лжесвидетельствовать. Не знаю, насколько эта фраза вам пригодится, но так или иначе. По-английски это будет suborn perjury. Because I'm not suborning perjury. Because I'm not supporting perjury. Мы также, друзья, познакомились сегодня с вами с двумя фразовыми глаголами add up — это сходиться, допустим, it doesn't add up — это не сходится, и глагол turn out, когда как обернулось, как оказалось, it turns out. I did the math and the hands don't add up. Because it turned out to be a good thing. Ну и напоследок, друзья, мы познакомились сегодня с очень интересной фразой to stick head in the sand. Как бы засовывать голову в песок или действовать, вести себя так, избегая, игнорируя неприятную ситуацию, неприятный разговор. Since when do you stick your head in the sand? Друзья мои, на сегодня все. Я безумно благодарю вас за просмотр этого видео. Надеюсь, что оно вам понравилось, вы извлекли много полезного для себя и очень приятно провели время. Спасибо за ваши лайки, за ваши просмотры, за ваши комментарии. Это то, что двигает меня, то, что заставляет меня создавать видео все больше и все чаще. Поэтому, друзья, спасибо вам большое. А мы увидимся уже в следующий раз. Stay tuned, guys. See you later. See you later, refrigerator. Покашки, братишка.